Григорьев Максим Сергеевич, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации. Максим Сергеевич, расскажите о цели и программе вашего визита в Удмуртию. Прежде всего, наверное, основное – это наблюдение за теми довыборами, которые у вас проходят. Ваша Общественная палата Республики, собственно говоря, ведет на протяжении многих лет эту работу по наблюдению, ведет хорошо, на хорошем уровне. Рашид Марсович Хуснутдинов как раз курирует эту тематику и занимается. И, конечно, и в этот раз будут наблюдать, вот в это воскресенье, будут наблюдать за довыборами, которые у вас проходят. С одной стороны, мы понимаем, что, конечно, это не выборы в Государственную Думу, не федеральные выборы, но для нас очень важно, чтобы наши общественные палаты наблюдали на всех уровнях выборов. И на федеральных, региональных, и муниципальных. Поэтому к этому очень серьезное внимание со стороны нашего Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации. Кроме того, естественно, здесь с общественниками региона, с коллегами мы проводим еще целый ряд других мероприятий по отдельным тематикам, в частности, борьба с пропагандой терроризма, работа с молодежью, и так далее, и так далее. Расскажите о том, как на федеральном уровне строится система подготовки наблюдателей. Система подготовки на самом деле строится во всех регионах, выстраивается это от нашего Координационного совета. Здесь большую помощь нам оказывают наши партнеры, прежде всего это организация Ассоциация НОМ. И на первом этапе мы подготовили уже наших федеральных преподавателей, затем они готовят региональных преподавателей, а сейчас уже эти региональные преподаватели будут готовить наблюдателей. То есть 3 этапа у нас работы для того, чтобы как можно большее количество наблюдателей получило соответствующую подготовку, понимала, как проходят выборы, какие стандарты, какие подходы. Более того, к нам обращаются партии, к нам в Координационный совет, у нас есть член Координационного совета, в том числе представители 16 партий. И в наших регионах, тоже в общественные палаты когда обращаются партии с просьбой помочь в обучении, еще и мы подключаем их наблюдателей, в том числе и в эту систему подготовки, кроме наших независимых общественных наблюдателей. Вот вы уже немного затронули тему конкретно нашего штаба, работы нашего штаба в Удмуртии. Вот еще раз, пожалуйста, как вы оцениваете работу нашего штаба и вообще систему подготовки наблюдателей в Удмуртии? Вы знаете, я могу сразу сказать, что Удмуртия по своим показателям на протяжении всех этих лет работала в этом плане образцово. И, собственно говоря, такого же, собственно говоря, уровня работы мы ожидаем и в этом году. А у вас, так же как и в других регионах, общественный штаб открыт, он полноценно действует, полноценно работает. Но, конечно, здесь придется потрудиться, это серьезный, так сказать, процесс. И опять-таки, как я уже сказал, в этом году у нас наши задачи подготовить на очень высоком уровне большое количество общественных наблюдателей. И хотелось бы еще узнать о вашем опыте работы по противодействию терроризму. Здесь, наверное, всем интересующимся этой тематикой я предлагаю ознакомиться с нашим методическим пособием, одноименным названием «Противодействие пропаганде терроризма». На протяжении многих лет этим занималась Общественная палата Российской Федерации. Мы отслеживали в Общественной палате поток террористической пропаганды, который шел прежде всего по социальным сетям, главным образом на молодежь это было воздействие. Наверное, не все знают, но тем не менее я могу сказать, что только на русском языке мы видели десятки журналов, которые они выпускали, мы видели более 300 видеофильмов, которые были подготовлены террористами. И, конечно, здесь был соответствующий негативный эффект. Мы знаем, сколько людей
из разных стран, но в том числе из России, выехала на территорию Сирии и участвовала в террористических действиях. Поэтому, безусловно, в этом плане нам нужно быть готовым для того, чтобы наша молодежь была защищена. И защищена была в том числе и от пропаганды терроризма. Да, сейчас благодаря действиям в Сирийской Арабской Республике, военным действиям удалось этот вот очаг терроризма там победить практически до конца, хотя еще остаются отдельные вопросы, но тем не менее. Но проблема очень большая, мы понимаем, что терроризм используют разные страны, исходя из своих геополитических интересов, и поэтому нам очень важно, чтобы в России у нас была система, стройная, работающая система противодействия пропаганде терроризма, вне зависимости от под какой идеологией он выступает. Как правило, он принимает, эта пропаганда терроризма принимает такие вот псевдорелигиозные, да, они рядятся такие псевдорелигиозные одежды. И очень важно быть готовым этому противодействовать.